Второй год открываю для себя величественно прекрасный Алтай, наполняя беспричинной радостью, красотой и силой природы. Сказочно неповторимая Каракольская долина привлекает много туристов. Здесь живут очень гостеприимные и общительные люди, которые с радостью расскажут о местности и ее особенностях. Марина Жорж – одна из таких людей. Она человек с широкой душой, проводит этнографические экскурсии по Каракольской долине. Марина Жорж, вдохновленная любовью к родной земле, проводила экскурсии туристам из Кореи, Казахстана, Японии и из всех уголков нашей страны. Экскурсовод по Каракольской долине Марина Жорж в прошлом учитель английского языка, и этот опыт ей помогает легко работать с любой публикой. Она умеет удерживать внимание слушателя. А еще у нее очень тонкое чувство юмора. После ее экскурсии любой гость уходит с улыбкой, с хорошим настроением. Каракольская долина у нас 3 села. Это Бичектубом, Бучи и Кулада. Люди нашей Каракольской долины. Вот 3 села, да, и у каждого села вот свой какой-то свой какой-то почерк, можно так сказать. В прошлом году была на Алтае. И именно меня вот заинтересовала и как-то притягивает вот эта Каракольская долина. Почему вот эта Каракольская долина притягивает людей? Каракольская долина — это прежде всего, это наша священная долина. Я на этой долине выросла, и я всегда знала, что наша долина священная. У нас есть священная наша вершина Ючемек, которая венчает нашу долину. И про Ючемек 3 слова. Ючемек у нас 3 вершины. Это очень раньше, эта вершина имеет табуированное название Юч-Сумер. Когда я была маленькая, эту вершину всегда мы так и называли Юч-Сумер. А в последнее время Юч-Сумер очень часто звучит у нас, поэтому мы его говорим Ючемек. Почему наша Каракольская долина священная? Потому что венчает его Ючемек. Ючемек. У вас даже на гербе, да? Да, на гербе нашей республики есть вот эти 3 вершины. И эти 3 вершины у нас есть в одежде замужней женщины чегедек. Вот у нас у чегедека всегда есть крылья, и у нас шапка наша алтайская, да? Мы говорим, это сюрлюберюк, и она тоже напоминает гору. И они вместе, 3 вершины, как выглядят как наши Ючемек. Я очень много говорю слово священные, но для нас это действительно очень сакральные вершины. Священные вершины. Ряд замужней женщины, вот у нас он называется чегедек. Когда девушка выходит замуж, у нас обязательно делается пробор и заплетаются 2 косы. И вот моя бабушка, она вот вышла замуж в 1938 году. Муж погиб в войну, и она вот эти косы пронесла через всю жизнь. Вот я ее помню такой, вот, с 2 косами. И в то время вот наши бабушки, они все выглядели так. А сегодня, конечно, вот это мы вот это растеряли, вот этот обычай. Да, мы проводим вот это чисто символически, когда девушка выходит замуж, мы тоже заплетаем 2 косы, все как положено. Но тем не менее, в такой повседневной жизни мы его уже потеряли. Да? Вот, и чегедек. Вот посмотрите, наши
какой красивый у нас женский наряд, да? Но мы, как и все женщины мира, тоже любим наряжаться. Поэтому у нас вот на воротниках вы видите бусинки, как кто-то украшает каури, кто-то, ну, кто как сможет. И сзади, посмотрите, есть разрез. Это означает, что вот ты с сегодняшнего дня становишься женщиной, будущей матерью, будешь матерью. Вот поэтому вот это разрез, да. А над разрезом вы видите сундук. Вот эта часть мы всегда опоясываем себя, чтобы вот часть спины была крепкая, ведь нам рожать детей. Вот в костюме замужней женщины, скажем так, вся жизнь женщины видна. И дальше, если я буду это надевать, дальше там вы увидите, сколько у меня детей будет, это все вот там будет отражено. И вот эти 7 цветов радуги тоже. А вообще поля нашего Чагедека всегда такого черного цвета, это цвет земли. А земля для нас это всегда мать. Мать-земля, мы так и говорим, да? Это плодородие, это материнство. Да. А вот этот костюм, который вот вы сейчас рассказали, да? Этот костюм вы подарили, да? Да, это вот то, что вы видите, Да. это национальный костюм замужней женщины моей бабушки. Вот, это настоящий костюм, он прямо сделан по всем правилам. Поэтому вот этот чагедек я подарила музею нашему Куалинскому музею. Пусть лучше гости смотрят, кто посещает музей видит, пусть наши дети знают, что каким выглядит вот такой настоящий чагедек. Не только на картинке, но и пусть пощупают воочию. Да, вчера мы в музее были, да. А всем это будет... В прошлом году были другие эти приезжие экскурсоводы. А в этом году, когда вот с вами я была, я узнала очень многое про обычаи, про быт. Конечно же, про быт, про обычаи и традиции вам очень хорошо расскажут местные экскурсоводы. И у нас по долине работают больше 10 местных экскурсоводов. Да. И было бы очень хорошо, если бы вы обратились именно к местным экскурсоводам. Ведь вы приехали на нашу долину, вы заказали себе этнографическую экскурсию. Это значит, вы побольше хотите узнать, конечно, да? Об обычаях, традициях. Поэтому, конечно же, местные мы больше расскажем. Конечно, я это сразу почувствовала. Вот я вот сравниваю, да, прошлогодние экскурсии и вот в этом году, когда вот проводили эту экскурсию, да, и я сразу поняла, что разница большая. Да. Что, мне кажется, надо обратиться к вам. Но когда вот утром я по селу просто прогулялась, я увидела там коновяз. И вот удивила. Ну, как бы у нас в нашем народе саха тоже есть коновяз, да? Но они как-то различаются. Вот об этом я хотела бы спросить. Коновесь – это вот чак. Его поставили, даже враги никогда не уничтожают коновесь. Вот они могут уничтожить аил, они могут угнать народ, а коновесь они оставляют. Да. Это как они дают шанс на возрождение этого аила, этого рода. Поэтому коновизи у нас очень много по республике мест, где вот коновизи стоят, а аилов нету. Поэтому вот и коновись это вообще вот имеет, в первую очередь, конечно же, это имеет практическое значение привязывать коней. Но во-вторых, коновись это всегда проводник между мирами, как бы, да? Да. И это всегда коновись. Вот на 6-ступенчатой коновизи показан век алтайца. Вот у нас 12-годичный цикл. Вот первая ступень 12, потом 24, 36, 48, 60 и 72. Вот 72 года для алтайца. Это вот алтаец последний отмечает широко свое день рождения. А потом дальше его поздравляют дети, там отмечается среди родственников. Ну, а дальше вот вы увидите вот конусообразный верх. Это говорит о том, что дальше мудрость живет столько, сколько Бог даст. И, конечно, есть еще коновесь показывает социальный статус аила,
То есть, если 6 богатый я ел, 3-4 средний, ну 1, ну беднее. Богатый это значит... Богатый это значит не только вот в материальном плане, а именно это может быть богат детьми, много детей. Это для нас это богатство. Конечно. Да. Это продолжение рода. Это очень хорошо, когда в семье много детей. Насчет рода. Вот расскажите про рода. Вот, очень интересно. Ну, у алтайцев есть рода. Вот я из рода Тодош. У меня отец был из рода Тодош, а мать из рода Майман. А мои дети из рода Кыпчак. Для меня, например, есть единственное табу, которое этому мы стараемся, чтобы наши дети тоже следовали этому. Вот этот обычай, да, вот это мы сегодня сохранили. Мы не выходим замуж. Вот, например, у меня табу выходить замуж за Тодоша. А табу это? Табу это Нельзя. Нельзя, да. Табу это нельзя, то есть это запрет. И значит, когда вот, если мы знакомимся, мы, конечно же, в первую очередь говорим свое имя и с какого я рода. Если, ну, там молодой человек, допустим, мне понравился, и если он скажет, что он из рода Тодош, для меня он брат. Все. Вот на 9-м поколении у Тодошев самый главный Тодош у нас Батлай, да? У Батлая было 9 сыновей, и он вот эти 9 сыновей расселил по всей республике. Поэтому вот эти Тодоши по всей республике сегодня мои братья. И мы это строго соблюдаем. Но все не без исключения, но мы соблюдаем. А вот Алтай, сколько там родов? У нас больше 50 родов, названия родов разные. Вот, например, я Тодош, мать Майман, да? Мой муж Кыпчак. Вот те рода, которые я это назвала, это титульные. Мы их зовем титульными родами. Титульный род – это где много народу. А есть такие рода, очень маленькие, очень, ну, в смысле, немногочисленные рода. Это как бы, ну, все равно вот остаются. Бывает же, вот род теряется, вот последний наследник, все нету, род теряется. Может быть так. И таким образом вот эти рода, они не исчезают, они есть, но тем не менее их очень мало. А вот те рода, вот, которые я назвала, их очень много. И вот по нашей Каракульской долине в основном живут очень много у нас Тодошев, Майманов, Тюлесов. Тюлес, Тодош, Майман. Вот эти основные рода, живущие на нашей Каракульской долине. Очень интересно. А теперь немножко приоткроем вот эту тайну вот этих камней на Каракульской долине. Да, Каракульская долина богата археологическими памятниками. У нас есть наши наскальные рисунки. Наскальные рисунки – это прежде всего вот село Бичектубом, да? Там есть святилище. Бичектубом. Это очень большая гора для нас. Это очень священная для нас гора, святилище. И там у нас где-то вот в середине, не в середине, а в 1983-85, вот в эти годы у нас работала экспедиция Анатолия Ивановича Мартынова со своими студентами в Кемеровский университет. И они ходили почти целое лето у нас по горам и нашли около 2000 рисунков. На нашей горе также, вот гора называется Бичектубом, да, святилище. Вот. На этой горе у нас есть и до сих пор еще находят рунические надписи. Есть рунические надписи, но доступная руническая надпись рядом с дорогой, вот она была найдена где-то в 1953 году, и нашла его наша учительница начальных классов Тамара Ивановна Сабаева. Вот ей где-то около 96 лет. Ну, и наша долина, ну, я могу похвастаться, на нашей долине есть старожилы. Есть тоже наскальные рисунки, но это петроглифы. Вот бичектубомские петроглифы датируют, ну, раннетюркским периодом. Есть святилище, охотничье святилище, там на камне 153 наскальных рисунков, петроглифов. Это, он датируется, это вот скифский период. И там изображены
ну, парнокопытные животные. И, конечно, это мы показываем, нашим гостям показываем. Он находится около дороги, но в хорошем состоянии. И дальше у нас есть курганы. Пашадарское курганное поле. Там у нас 59, ну, где-то около 59 курганов. Большие, маленькие, раскопанные, не раскопанные, разграбленные, не разграбленные. И 54 и 56 годы прошлого столетия здесь работала экспедиция Сергея Ивановича Руденко, и он раскопал 25 больших курганов. И все, что он выкопал с наших курганов, сегодня хранится в Эрмитаже города Санкт-Петербург. И говорят, 25-е и 27-е залы – это все, что выкопали с наших курганов. Я имею в виду с курганов Горного Алтая. Курганы наши, именно вот пашадарские курганы, это скифские курганы, курганы скифского периода. И первый курган, вот это место, ну, конечно же, это очень энергетически сильное место, да, и там есть наши камни, да, вот камни, они, конечно, не камни, мы их называем стелами. Там есть очень большой, это даже не стела, а можно сказать мегалит, да, вот эти камни, но каждый человек, который посещает вот эти места, он находит вот именно свое место, свои ощущения, свои, сказать как, ну вот свои чувства, единение вот с этим местом у каждого свое. Я поэтому приехала обратно, да. Именно к этим камням. Да, у нас бывают очень много, вот у меня, да, очень много бывает гостей, которые приехали ко мне второй раз, третий раз. Вы рассказали вот памятники, да, все древние, да? А у вас есть современные памятники? Да, да, конечно. Да, конечно. У нас есть современные памятники, они все построены на народные средства, народ собирал деньги. У нас есть памятник, вот очень, я считаю, что там бывает очень много наших гостей, да, туристов. То есть это ребенок с сусликом. Почему ребенок и почему с сусликом? Потому что вот ребенок, мы все говорят, памятник суслику, памятник суслику. А для нас это прежде всего памятник нашим родителям, детям войны. И он открыт, этот памятник, в 16 году, когда вот на открытии памятника было очень много наших бабушек и дедушек. Сегодня половины их нету. Ну, конечно, это время, да, это все равно они, как мы говорим, смена поколений, да. Вот мы приходим на, как сказать, на место вот этих стариков, поэтому вот этот памятник для нас, он очень значимый. Еще есть памятник в селе Кулада, это памятник нашей песни. Наша песня, вот песня «Вечерняя звезда» переводится, Эмир Дилдыс. Эту песню знают все алтайцы. Я могу сказать от мала до велика.
все думали, что это песня народная, но оказалось нет. Сочинили эту песню наши земляки, куладинцы, слепой музыкант Сорпон Этенов, очень талантливый музыкант, да, и его друг Сулун Мишкинов. Вот они вдвоем сочинили эту песню. И вот сегодня памятник этой песни стоит на месте, где родилась эта песня. Так? И он очень долго думали, да, каким будет этот памятник. И все-таки пришли к соглашению, что это будет памятник в виде коновизи. Да. Иконовесь там шестиступенчатая, который показывает, да, богатство дома. И рядом вечерняя звезда. Вот такой у нас есть памятник. Естественно, вот когда ставили памятник, я помню, такими были. Там у нас сегодня живут их дети в селе Кулада. И поэтому вот на открытии памятника дети и открывали этот памятник. Дети Сорпон Етенова и Сулуна Мишкинова. Вот они сегодня живут в Куладе. Я здесь прямо хочу поблагодарить своих земляков моих, Газета Тепшкеновича и Нину Мирюевну. Они прямо приняли, ну, мне кажется, вот по их инициативе вот это и сегодня мы видим это. По их инициативе построен этот памятник. Потому что я говорю и на народные средства. А деньги собирали все. Вот все, кто живет в Каракольской долине. На Эмир Дилдыс даже, мне кажется, было собрано еще и с республики. Все приняли участие, кто чем помог. Мы любим свою землю, память наших родителей, поэтому у нас очень много гостей, поэтому мы хотим, чтобы наши гости точно так же бережно относились к нашим местам. И чтобы наши места еще долго-долго могли вот оставаться такими чистыми, ну, какие есть сегодня, да. Опять слово чистое не обязательно, это чистота, там все убрано, да, а это именно вот и в таком смысле. Вот экскурсоводы, да? Экскурсоводы есть, которые прочитали вот в книгах, в интернетах, да? А вы свое знание даете с первых уст. Да. Это можно сказать, что вы этнографический экскурсовод. Ну, наверное, можно. Да? Вот все, что я, допустим, рассказываю, я это слышала от своей бабушки. Да. Я прямо здесь с удовольствием хочу сказать 2 слова про нее, да. Она родилась в 16-м году, и когда она пошла в школу, она обучалась грамоте на латинице. У нас раньше была латиница, да, а сегодня кириллица. У меня бабушка грамотная, всегда читала вот книги, а на алтайском языке вот был перевод Шолохова, Тудырган Солох, поднятая целина. Она раньше меня это прочитала. Она кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Всю жизнь работала пастухом, да, передовым пастухом. И как раз вот она, когда сидела на пенсию, это было мое детство. Я росла у бабушки. Она носительница традиционной культуры, поэтому, вот как сказать, вот она водила людей на Арджансу. А алтайцы верят в силу источников. Они вот, когда едут на Арджансу, мы верим, что Арджансу нам помогает, наша полезна. Арджансу – это источники, ну, вот это родники, наши родники. И вот силы наших источников, я от бабушки слышала, они особенно сильными бывают в мае месяце, это когда вот все, когда зеленое, да, и в сентябре месяце, когда вот все желтое. Вот в эти времена у нас есть такие Арджансу, когда мы специально едем на Арджансу набирать воду, лечиться и так далее. Но у нас есть какие-то свои обязательные вот эти правила, да. Ну, конечно же, будет время, не традиция, а вот именно правила посещения этих. И вот эти, вот бабушка моя, вот именно, вот проводила все эти обряды, когда это приезжала на Арджансу. И один раз, вот я помню, даже один раз я вместе с ней была, и это было очень интересно, это был для меня это очень большой такой опыт.
И этим опытом я и делюсь. Благословение делают, да? Да, у нас очень много мы это говорим благопожелания. У нас очень много у народа благопожелания. Естественно, я думаю, у всех народов есть хорошие слова, благопожелания, да. И у вас алгыс, да, а у нас говорят алкыш. Алкыш, да, благопожелание. Алкыш сестер — это благопожелание. И любое благопожелание, конечно, это благопожелание мира, здоровья, для нас, вот, чтобы скота было много, да, и, конечно же, чтобы дом, чаша была полной, и все было в мире, да, чтобы мирное все было. Ах, малыгар, арбундуюссин, алқы бойығар, қатық болығар, менген адар, бүдірілбес болсын, айыл жұрттар, амыр енші тұрсын. А вот вера. Вера ваша какая? Вот это ответом я хотела узнать. Ну, у нас сегодня у алтайцев белая вера. Белая вера — это прежде всего мы поклоняемся природе, да? Мы восхваляем. Вот когда мы поднимаемся на молебен, молимся 3 раза в год. Вот у нас коллективный молебен проходит 3 раза в год, да? Это когда вот наступает Новый год, это праздник Тилгаях для нас. Есть праздник Чага-Байрам. Это вот Новый год по восточному календарю. Есть праздник Тилгаях. Это Новый год алтайского народа. Вот именно когда наступает Новый год. Когда просыпается земля, когда наступает весна, тепло и так далее. У нас на молебен, когда мы поднимаемся, у нас там стоят тагылы. Вот тагылы, да? Тагыл — это вот сложенные такие плоские камни, сложенные. Мы туда вот разводим костер, мы молимся. Это проходит на 8-й день новой луны. Это в конце февраля, в начале марта, когда вот выпадает 8-й день новой луны, или в мае месяце на 8-й день новой луны, или в сентябре месяце на 8-й день новой луны. В мае месяце мы называем зеленый лист, то есть все просыпается, цветет, а в конце сентября на 8-й день луны это желтый лист. Я видела вот в деревьях ленточки. Это там еще разные. В основном там белые ленты были. Да. Но там встречались и другие цвета. Вот про это. Ну, у нас это, конечно, традиционные наши ленточки. У нас вообще его называют или кайра, или тялама. У нас по-якутски салама. Салама, да. Вот тялама — это вообще это грива коня. Раньше же наши средства передвижения были только кони. Поэтому, если мы через перевал проезжаем, мы обязательно, если луна новая, да, растущая, мы обязательно с этой гривы, со своего коня брали вот 2 волосинки и это повязывали на дерево. Вот это мы называли тялама, да. А если вы берете простой материал ситцевый и повязываете, то это кайра. То есть вот название, 2 раза название. Но по долине мы всегда зовем кайра. Сейчас, в последнее время, мы повязываем еще 3 цвета. Белый цвет, синий, все оттенки синего, все оттенки желтого и все оттенки зеленого. Вот эти цвета мы берем с природы. Поэтому не надо повязывать красный цвет. Красный цвет вообще не повязываем. Все оттенки красного цвета не повязываем, но говорят, что это цвет шамана, да, шаман может при своих ритуалах повязывать эти 2 цвета, да, черный и красный цвет. Но для народа, и мы повязываем всегда на наши такие хорошие деревья, как береза, лиственница, да. Значит, тогда каждый этот турист может повязать там... Нет, конечно, не каждый может повязывать. Мы повязываем это, когда надо. И у нас есть правила, когда не надо повязывать. Для нас священные места — это всегда наши перевалы, источники. У нас вот очень часто есть такие благопожелания. Алтайыңнан курчулуу жүрүгер,
албатынан ақышты жүрігер, жүз тяж тяжағар, жүгірік атқан илігер. То есть вот это очень хорошее пожелание, то есть живите долго, будьте здоровы, чтобы вас защищал Алтай, чтобы люди вам свои благопожелания говорили. Вот это очень хорошее благопожелание, и я всегда вот это желаю нашим гостям. Приезжайте к нам в гости на нашу священную Каракольскую долину. Местные вам расскажут, покажут то, что нету в интернете. Вы сами знаете, что все, что в интернете, это не всегда все правильно, да? Поэтому приезжайте, пообщаемся, здесь, почувствуете, да? Здесь. Вы найдете свое здесь. Вот у нас на Каракольской долине вы свое все равно найдете. Каракольская долина – одна из самых заповедных уголков Горного Алтая. Население Каракольской долины отличается своеобразным менталитетом и ощущается их духовно-родственные связи с родной природой. В Каракольской долине 3 села, и там проживает более 16 родов, 6 из которых считаются титульными. Марина Жорж – представительница титульного рода Тадош. Экскурсовода по Каракольской долине Марину Жорж можно слушать бесконечно. Чувствуется, что человек рассказывает сердцем, а не просто выдает сухую информацию. За душевность и мудрость, за талант и профессионализм благодарность туристов безгранична. Я искренне желаю ей здоровья, как величественная природа Горного Алтая. Благополучия, как нежная, благоухающая цветная Каракольская долина. Крепких сил, как мощные каменистые горы, раскинувшиеся пестрыми грядами.